Почти 4 года назад героями нашей передачи стала приемная семья Петровых из Сунтарского улуса. Лидия Григорьевна и Николай Тимофеевич, вырастив своих детей, 15 лет назад стали приемными родителями. Они взяли из детского дома на воспитание 3 детей. И вот осенью прошлого года, прилетев на съемки приемных семей Сунтарский улус, мы навестили наших героев. Живут они в селе Ухункёль. Дома нас встретила вся семья. Лидия Григорьевна вместе с приемной дочкой и 10-летней Эльзой хлопотали на кухне. С утра они постряпали пирожки и приготовили блюда из натуральных деревенских продуктов. Лидия Григорьевна и Николай Тимофеевич – пенсионеры. 3 родных детей уже взрослые и состоявшиеся люди. Приемной семья стала в 2009 году. И сейчас, выйдя на пенсию, Лидия Григорьевна и Николай Тимофеевич полностью посвятили себя воспитанию 15-летнего Миши, 12-летнего Ильи и 10-летней Эльзы. Нам было интересно узнать, каких успехов достигла семья за 4 года. Приемная семья туаркытты быппыт. Эддеттен белемненен кынан каян. Үш месте бар, там 2 месте быппыт. Олар быттык. Там кыз бытыл быр. Бытуа быр коханак, коханагар ити. Уахан ол быт мишута ахалгасты тортоңорон каябыта көддөр бите. Онтук бытуар бу туак пягата быппыт активная семья ден. Бу туак по сертификаты отуттыгынчете. Онтон ол улус туага головата бехонтыгынчала сертификат бербите. Приемная семьяларга бараларгар. Николай Тимофеевич принимает самое активное участие в воспитании приемных детей. Ребята должны все знать, поэтому ограничиваем интернет. 2 часа от 7 до 9. Если учились домашнее задание, все, ничего, намеканий нет, возьмут телефон. 10-летняя Эльза, придя со школы и сделав все уроки, занимается любимым творчеством. Я с детства любила рисовать, всегда придумывала изображения, какие-то анимации. Если вижу что-то такое красивое, тогда вижу какие-то фоны, а еще я занимаюсь немножко физкультурой. Побегу у меня быстро. Еще одно хобби Эльзы – картины из алмазной мозаики. Этим ее увлекла приемная мама Лидия Григорьевна. Это мои поделки. Вот это мне подарили, это мне мама подарила, а вот это мне мама подарила тоже. Вот наша первая поделка. И это. А это Ильин. 12-летний Илья тоже любит рисовать. Он сам находит себе занятия и, подтверждая слова приемного папы, не тратит время на гаджеты. А что ты любишь делать дома? Как ты играешь, отдыхаешь? Сижу, играю, смотрю телевизор и все. 15-летний приемный сын Миша учится в 9 классе, играет в баскетбол, а главное его увлечение – приготовление различных блюд. Bir devastan tortastavutum, olkenna astan hağalavutum. İyem kömeli harita. Onna burattır bölüre, baltı var burat bölüre terdim. Tutuga kömeli hatçım. Oyurga varan maskelde etçivit, ottaq kürü varanın orotçivut, ottaqçivut. Telbək, olara botaq. В семье Петровых и правда не сидят без дела. Коровы, бычки и телята требуют каждодневного ухода, и от слаженной работы всех членов семьи зависит достижение желаемых результатов. Миша и Илья трудятся с родителями на равных, летом принимают активное участие в сенокосе, зимой ухаживают за животными в хатоне, и каждый день на столе Петровых натуральные деревенские продукты.
Завершив работы по хозяйству, семья Петровых собирается дома, обсуждая интересы, достижения и будущее детей. Кем бы вы хотели их видеть в будущем, ваших детей? Чтобы научились всему. Всё, учить, работать научились. Все делают они сами, а сейчас уже взрослые. 15-летний Миша стремится к поставленной цели и за все свои успехи благодарит приемных родителей. Миш, ты в 9 классе, да? Угу. У тебя дальше какие планы? 9 закончить или дальше в 11 пойти? Дальше в 11 барахман барамын. Но тоқуһунан үшөжик tuturdақпын барарым болу. За что ты благодарен своим приемным родителям? Меген алан иппеттеригер. Улахан кихен отбуттарыгар, үле кихитон отбуттарыгар. Тонха. Эмедбах. Үлели юреппеттере, ие масты юреппете. Папам ойурганген онуманы эрбирге гынаргама соқтурген юреппете. Жета хагырыллирге масыны оңоссорген камылыхыннарачы. Бэмэм камылыхачы. Николай Тимофеевич учит всему мальчиков обращаться с инструментами, выполнять ремонтные работы, и повзрослев, они смогут проявить себя в любых ситуациях, не спасовав перед трудностями. Благодаря приемным родителям дети не только обретают счастье жить и воспитываться в семье, но и получают огромный багаж знаний и навыков, которые пригодятся им в жизни. Связь детей с приемными родителями не прекращается и после окончания школы, и благодаря их поддержке дети поступают в учебные заведения, получают специальность, трудоустраиваются, и самое главное, они создают семьи по примеру своих приемных родителей, чтя и сохраняя семейные ценности. Мотивированный к учебе ребенок – мечта любого родителя. В первый класс ребенок приходит чаще всего с энтузиазмом, с охотой, он хочет учиться, но со временем этот пыл угасает. Вообще познавательная деятельность в начальной школе является одной из основных. Таким образом, снижение учебной мотивации – это не причина, почему ребенок не хочет учиться, а следствие каких-то проблем, с которыми ребенку пришлось столкнуться. Это может быть ребенку сложно дается материал. Из-за чего это может быть? Из-за того, что низкое качество преподавания. Такое тоже может быть. Слабый учитель, либо много детей в классе. Из-за того, что ребенок не очень много времени уделяет закреплению и выполнению домашнего задания. Либо индивидуальные особенности развития ребенка. То есть ребенок сам по себе не успевает за своими сверстниками, не успевает за программой обучения. Также может быть у ребенка проблема заключаться в том, что он боится неудач, страх неудач, вызванный критикой близких, критикой учителей, то есть неверно выполненные домашние задания, плохие оценки вызывают недовольство родителей, к примеру. Либо со стороны учителя тоже может быть какое-то некорректное замечание было дано. Либо ребенок отвечал во время урока и неверно ответил, это вызвало насмешки у одноклассников. Либо также может быть тоже индивидуальные какие-то свои причины. Ребенок тревожный, самооценка низкая. Это тоже может вызывать страх у ребенка неудач. Также проблемой является то, что дети просто не хотят трудиться, не умеют трудиться. Это может быть из-за того, что над ребенком осуществлялась чрезмерная опека. То есть самостоятельно ребенок не выполнял какие-то задания, делал это совместно с родителем все время, либо даже бывают такие ситуации, когда родители делают вместо ребенка. Не вместе с ним, а вместо него. Либо может быть график, распорядок дня у ребенка неправильный, и он не может распределить свое внимание, свое время
правильно, чтобы и когда он приходит со школы, вместо того, чтобы там, делать домашние задания, он начинает смотреть телевизор, играть в гаджеты. Когда уже садится делать уроки, он уже утомлен, он устал, он хочет спать. Соответственно, для повышения мотивации учебной нужно работать с этими причинами, с этими проблемами. Это занятия с репетитором могут быть, занятия с самим ребенком для того, чтобы повышать его самооценку, снижать его тревожность, с графиком, с распорядком дня и повышаем самостоятельность ребенка. И, конечно же, эмоциональная поддержка очень тоже важна. Когда мы хвалим ребенка, ребенку становится приятно, у него повышается самооценка. Ребенок с хорошей самооценкой легче справляется с трудностями. Познакомьтесь, Настя. Она добрая и спокойная девочка. Меня зовут Настя, мне 16 лет, я закончила 9 класс. Хочу поступить в город в Якутск на менеджера, отучиться и потом работать. Ну, потом уже как по плану пойдет семья, дети и все остальное. Вот ты сказала, что у тебя будет семья, да? Когда ты вырастешь, дети будут, да? Чему ты будешь их учить? Я буду их учить хорошему поведению, правильно их воспитать. То, что пить, не курить нельзя, это плохие вещества. Ну, буду хорошо их воспитать, чтобы они не попали в детский дом. Настя отзывчивая и скромная. Она нуждается в наставнике, который поможет ей в самостоятельной жизни.